Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики группы ВКонтакте, дорогие гости Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в связи с чем Национальная библиотека Удмуртской Республики организует цикл встреч с людьми, которые помогут нам больше узнать и разобраться в этой проблеме наркомании в современном обществе. И сегодня цикл встреч нам открывает представитель общественного движения «За здоровое поколение», ранее известная как «Матери против наркотиков», Наталья Сорокина. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, всем здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые зрители. Ну что ж, Наталья, расскажите нам, пожалуйста, что же такое наркомания, в принципе, почему человек связывается с ней и как он начинает употреблять наркотики? Наркомания – это одна из разновидностей зависимости и, наверное, одна из самых страшных зависимостей. Это болезненное пристрастие к наркотическим веществам или, иначе говоря, веществам, изменяющим сознание. То есть человек, заведомо зная, к чему это его приведет, пытается избежать какого-то дискомфорта, дисбаланса или улучшить существующее на сегодняшний момент его внутреннее состояние. То есть это не производное, даже, наверное, это от греческого. Слово наркомания произошло от греческого слова из сочетания оцепенения и восторженность. В медицине это болезнь. То есть, хотя многие считают, что наркомания это распущенность, во всем обществе наркомания это реально болезнь и страшная болезнь. Хорошо, а вот вы сказали верно, болезнь, действительно, но к этой болезни же люди как-то сами приходят. Вот хотелось бы узнать, почему люди сами начинают употреблять наркотики? Наркомания на самом деле состоит из двух видов зависимости. Это зависимость физическая и психическая. То есть и первый этап, да, то есть как бы возникновение болезни, наркомании как болезни, это этап первого опыта. К сожалению, к моему глубокому и к нашему, это происходит на, даже зачастую детском возрасте. Это любопытство, то есть это желание быть таким, как все. Это неумение сказать «нет», то есть это ведомость за тех, кто сильнее, тех, кто старше. Это желание убежать от каких-то жизненных ситуаций, то есть неумение просто их проживать. Иногда это бывает просто незнание, да, то есть сейчас многие наркотики, они просто под элементарно конфетки, то есть дали попробовать конфетку, в результате оказалось, что это наркотик. То есть люди не понимают и тем самым попадают в кабалы вот этой страшной зависимости. Действительно, зависимость очень страшная, и люди буквально теряют себя, связавшись с наркоманией. Следующий вопрос, вот как раз-таки касательно людей. Наркоманом может стать любой человек в обществе, в мире, или же все-таки есть какие-то факторы, какая-то предрасположенность у человека к наркомании? На самом деле болезнь не выяснена, откуда она произошла, то есть нет четкого понимания, что вот ты обязательно в зоне риска, ты обязательно ей заболеешь. Подвержен любой. У кого-то просто эта склонность больше, у кого-то она меньше. То есть кто-то просто попробовал, сказал, фильм нет, не нравится, и больше никогда в жизни употреблять не буду. У кого-то это реально зона риска, это люди, так скажем, с тонкой душевной организацией, да, которые реально проживают какие-то жизненные ситуации более эмоционально, чем обычный человек. Это, безусловно, фактор наследственности. То есть, если в родне были зависимые люди, то это тоже человек в зоне риска. Человек мягкий, ведомый, он тоже, безусловно, в зоне риска. К сожалению, сейчас эти новые синтетические наркотики, они вызывают очень быстрое привыкание, и человек, практически попробовав 1, 2, 3 раза, уже подсаживается на наркотик. Действительно, вот вы сказали, что зачастую это происходит, как попробовал, и уже далее втянулся. Так вот, пробовать как раз-таки втягиваться в это начинают именно молодые люди, подростки. Вот в связи с чем вопрос, почему именно подростки, именно молодые люди так легко подвержены зависимости? Подросток – это еще человек, не сформировавшийся психикой, не всегда знающий, что ему нужно, то есть что он хочет от этой жизни. И в результате наркотик дает какую-то определенную свободу, раскованность, и он считает себя, я такой сильный, я такой умный, я на фоне всех других круче, лучше, зрелищнее и так далее, то есть я кумир.
Вот, я звезда миллионов, и вот эта вот иллюзия, к сожалению, как бы она разбивается довольно долго и иногда на смертном одре. Действительно, это может быть обернуться нешуточными последствиями, если затянуть с наркотиками, ввязаться в эту наркоманию. Так вот, как же обезопасить себя, обезопасить своих близких, обезопасить знакомых, друзей от этой проблемы, от этого страшного ненастья? В первую очередь, если это говорить о зоне риска именно детей, подростков, то есть, наверное, быть в теме, чем ваш ребенок дышит, чем он занимается, чем он живет, то есть чем он интересуется. И если ребенок реально увлечен, например, учебой, каким-то занятием, да, каким-то хобби, то есть гораздо меньше вероятности, что он идет в дурную компанию, то есть либо сам создаст какую-то свою дурную компанию, либо он будет искать от стресса лечения в этих наркотиках. То есть просто быть в жизни ребенка, любить его и обращать на него внимание и заниматься им. Быть соучастным, да? Конечно, сопричастным и соучастным. Ну, еще вот один вопрос. Возможно ли, если так уж пошло, так устроилась жизнь, что завязался наркомания, возможно ли полное излечение или хотя бы частичное? Какой же выход из этой зависимости есть? Да, к сожалению, мы уже поздно узнаем, когда у наших детей или у наших близких проблемы, и оказываемся, действительно в состоянии растерянности, да, то есть ли выход? На сегодняшний момент очень многие занимаются этой проблемой, мы с вами в дальнейшем, как мы говорили, уже рассмотрим, наверное, эту проблему со всех сторон, с точки зрения всех профессионалов, которые имеют какое-то отношение к этому, дадим нашим зрителям, наверное, какие-то рекомендации, куда обращаться. Излечиться, очень много точек зрения, да, наверное, на сегодняшний момент две радикальных. Либо это болезнь, так же как диабет, и это уже навсегда, то есть ты просто находишься в стадии ремиссии, можешь жить полноценной абсолютно жизнью, не употребляя психоактивные вещества. Вот, либо, да, сторонники другой теории считают, что можно вылечиться с помощью определенных инструментов, о которых мы также с вами поговорим позднее. Действительно, позднее мы также будем встречаться здесь, в Национальной библиотеке, с специалистами, которые знают, как решить этот вопрос, эту проблему. Ну а сегодня у нас в гостях был представитель общественного движения «За здоровое поколение», ранее известный как «Матери против наркотиков» Наталья Сорокина. Ей большое спасибо за исчерпывающие ответы. До свидания, друзья, до новых встреч. Всем до свидания, до новых встреч. Мы рады, что вы были с нами.